Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня в нашей рубрике «Гость за рулем» Астамур Тарба, участник Отечественной войны народа Абхазии, генерал-майор. Астамур, мы с вами будем беседовать по пути следования на темы в основном безопасности дорожного движения. Расскажите, куда мы поедем, пункт назначения наш, проложите маршрут, в общем. Поедем мы до Скорчи, поскольку дорога в основном прямая, нет поворотов, нет серпантинов. А во-вторых, на Скорчу мы часто ездим на охоту, на рыбалку. Красивые места, можно посмотреть, с природой пообщаться. Много где я был, но признаюсь, я там не был, хотя это недалеко. Поехали? Поехали. Астамур вас хорошо знают, и поэтому в особом представлении вы не нуждаетесь. И можем перейти сразу к нашей беседе. Астамур, я еще в прошлом году вас приглашал в нашу передачу, но тогда у вас не сложилось. Как это часто бывает, я думаю, что это к лучшему. В этот раз это даже будет интереснее. Разговор мы обычно в этой рубрике начинаем, как и когда вы получили водительское удостоверение, сколько лет за рулем? За рулем уже больше 40 лет. Получал права после прохождения курсов в институте, где я учился. Я учился в ГИСХе, Институт субтропического хозяйства. И там же были у нас курсы. Причем достаточно серьезные курсы, потому что мы сдавали экзамены, решали вот эти шаблоны так называемые, мы готовились и сдавали экзамен. В 1979 году я, по-моему, получил права. У вас довольно-таки большой опыт вождения. Вы, как и все мы, водитель, вы также ездите по дорогам Абхазии. Как вы оцениваете дорожно-транспортную обстановку в стране? У нас по-прежнему большая смертность на дорогах, около 60-80 человек ежегодно по статистике гибнут на наших дорогах. Какое у вас есть видение решения этой проблемы, нашей беды, можно сказать? Безопасность на дорогах у нас, вопрос этот, естественно, волнует всех и всегда на устах, потому что, к сожалению, мы очень часто становимся свидетелями, очень часто слышим о дорожных происшествиях с самыми такими тягчайшими последствиями. Принимать надо целый комплекс мер, который включает в себя в том числе и изменения в законодательстве. Но если взять по приоритетности, будем говорить, во-первых, прежде всего у нас должна быть одна истина усвоена: неотвратимость наказания за совершенное правонарушение, за совершенное нарушение правил дорожного движения. Мы зачастую бываем свидетелями, когда хамство, наглость, бескультурие на трассе, либо в черте города происходит прямо на глазах, будем говорить, у всех. Дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, у нас стали делом обыденным. Мы привыкли к тому, что мы очень часто слышим о происшествиях на дорогах самыми тяжелыми последствиями, жертвами. Если говорить прямо, это, конечно, проблема, она существует во многих странах, во всем мире. Но для нас она более ощутима в нашем небольшом государстве, при количестве населения небольшом. Каждая трагедия, она отражается на каждом из нас. Что надо делать, что надо предпринимать? Здесь целый
комплекс мер необходим. Комплекс мер, который связан и с изменениями в законодательстве, и с изменением работы правоохранительных структур. И прежде всего, я считаю, это с воспитанием нашего подрастающего поколения, молодых наших людей, да и вообще воспитанием самих себя. Потому что все это идет от внутренней культуры человека. Все эти вот автошколы, они как бы за Министерством образования, то есть начиная со школьной скамьи и в учреждениях, как-то это вот культура вождения, культура вообще, вот как на дороге себя должен вести человек, наверное, надо оттуда начинать, потому что одна госавтоинспекция. Культура вождения, ты ее не привьешь только в учебном заведении или в соответствующих там школах подготовки. Культура поведения на трассе, она проистекает от внутренней культуры человека, от того, что он видит в своей семье, от того, кем его воспитывают в этой семье. Ведь человек наглый и хамски ведущий себя на дороге, значит, он ведет себя так и в повседневной жизни. Значит, он это видит прежде всего в своей семье. Значит, вина в этом того окружения, в котором он воспитывается, в котором он живет. И каждый из нас сталкивается, когда на красный свет светофора проезжает какой-нибудь, значит, хам, не понимая, что в эту самую секунду он просто играет в русскую рулетку. Причем не он один игрок в эту рулетку. У нас немало фактов, когда жертвами этих аварий становятся люди абсолютно невиновные, люди, которые как раз с соблюдением всех правил, с соблюдением всех норм, скоростных режимов едут нередко с семьей, с детьми, и становятся жертвами вот таких вот нарушителей, мягко говоря, в итоге хамов и наглых людей, наглых, невоспитанных. То есть у нас массово игнорируются правила, грубо игнорируются правила дорожного движения. Конечно, конечно. Сюда же нужно отнести меры, связанные с техническим обеспечением. В последнее время установка на трассе камер, фиксирующих нарушения, показали, что рано или поздно нам нужно более активно внедрять технические новшества в эту область. Без помощи этих средств, возможностей эту проблему не решить радикально. Поэтому надо в этом направлении работать более активно. Но не надо забывать, что есть в этом плане элемент, который, наверное, больше всего влияет на то, что происходит на дорогах. Это все-таки внутренняя культура человека. Это дисциплина. Да, когда неотвратимость наказания происходит довольно-таки часто, человек, ну вот мы видим, повесили где камеру, все проезжают уже нормально в этом месте. То есть не хочет человек лишаться там каких-то денег, и это дисциплинирует. Потом привыкаешь. Конечно, есть те нарушения, за которые я считаю, что мера дисциплинарного воздействия, она должна быть более жесткой, она должна быть более существенной, если мы говорим о штрафах. То, что связано с вождением под воздействием алкоголя, тут уже я считаю, что меры должны быть вплоть до уголовных, потому что человек, выезжающий на трассе в состоянии алкогольного опьянения, преступник. Поэтому, соответственно, наказание должно быть очень жестким. У нас, в принципе, не маленькие штрафы. Если бы была бы какая-то неотвратимость наказания, ну, довольно-таки интенсивная,
то это немного бы дисциплинировало. Я даже думаю, что... Я считаю, что да, очень даже существенно. Существенно. Очень существенно, да. Я еще раз говорю, вот применение технических средств показало, что все-таки человека это останавливает. Да, фото, видеофиксация, и Конечно, уже рефлекс даже у человека срабатывает. Конечно. В тех местах, где установлены камеры видеофиксации, мы замечаем, что все сбрасывают скорость, стараются не нарушать. Применение этих средств, камер, особенно видеонаблюдения, оно рано или поздно будет одним из решающих факторов в плане работы с правонарушением не только на трассе, не только дорожных происшествий, но и вообще в борьбе с преступностью. Как и во многих странах, совершенно верно. И нам нужно более активно двигаться в этом направлении. Понятное дело, что это связано с немалыми затратами финансовыми. Вот здесь надо работать с инвесторами, с теми, кто, естественно, на коммерческой основе с целью получения, значит, прибыли, но им нужно создавать те необходимые условия для того, чтобы они внедряли это здесь у нас более активно. Элементарный пример. Сегодня по нашему законодательству человек, проехавший на красный свет, не может быть наказан в судебном порядке без предъявления доказательства в виде фиксации, да, фото-видеофиксации. У нас на светофорах нет такого оборудования. Ну, у них, у госавтоинспекции, кстати, есть переносные вот эти вот средства фото-видеофиксации. Да, но это от случая к случаю, это не регулярно, это не постоянно, не стационарно. Да, и это человеческий фактор, опять-таки. Конечно. Тот человек, который его держит, от него уже зависит судьба, штрафовать, не штрафовать или как. От человеческого фактора надо пытаться выходить во всем. Вот в этом отношении хороши вот эти стационарные камеры, система, которая пишет прямо в сервер, и то есть там так закольцовано, что туда не влезешь. Да, согласен. То есть это когда нормальная система, нормальная технология, если вот она будет принята у нас на вооружение, я думаю, что это неизбежность, просто дело времени, когда это произойдет. Вот тема аварийности, хамства, нарушений на дорогах, звучит у нас это всюду, это из всех средств массовой информации. Многие чиновники говорят на эту тему, но, как мы видим, эффект того, что говоришь, он, в общем-то, невелик. Часто всплывает один вопрос в этой теме. То есть у нас есть такой контингент людей образовался, который стоит из госслужащих, чиновников различных ведомств, и силовых, и можно взять любые правоохранительные структуры, просто уважаемые люди, авторитетные, и члены их семей. Есть такая фраза: люди, которые пользуются иммунитетом от автоинспекции. На них, можно сказать, нету права, чаще всего. То есть сотрудник госавтоинспекции боится, когда перед ним там депутат, министр, и множество таких вот людей, которые показывают ему служебное удостоверение. Хотя любой водитель должен показать автоинспектору водительское удостоверение, техпаспорт, там, если страховка у нас ее нет обязательно. Во многих странах за то, что вы покажете удостоверение, там сразу какие-то серьезные санкции. Кстати, другие, они им подражают. То есть, если ему можно, у нас же мы все такие, почему мне нельзя? Вот как бороться с этим фактором? Откуда это надо начать решать? Каким образом искоренить, уравнять всех людей перед законом? Прежде всего, это входит в обязанности тех людей, которые как раз и должны следить за соблюдением закона. Я имею в виду именно сотрудников ГАИ на трассе.
Для них каждый человек, проезжающий на машине за рулем, это водитель. Неважно, кто он повседневный, кем он является в повседневной жизни. Будь он народный артист, будь он там прокурор, представитель власти. Тем более даже я сказал бы, что они должны быть более ответственны в случае правонарушения. А что касается различных удостоверений, ну этот вопрос тоже, наверное, решается очень легко. Есть водительское удостоверение, это документ, значит, удостоверяющий личность, во-первых, во-вторых, его право на вождение автомобиля. Я не являюсь профессионалом госавтоинспекции. Я считаю, что можно провести несколько рейдов целенаправленных именно вот с этой задачей. Результаты обнародовать, используя телевидение, средства массовой информации, естественно, невзирая на лица, невзирая на должности, положение. И эффект, уверяю вас, будет. И периодически проводить именно вот в этом направлении. Это не только в системе госавтоинспекции, не только в системе правоохранительной. Везде, в любой области у нас верховенство закона должно быть незыблемым принципом, которому мы должны следовать. В любой области, будь то образование, медицина и так далее. Вот тогда и будут результаты. Кто сегодня против того, чтобы соблюдалась законность в любой области? Наверное, нет такого человека. Внутренняя культура человека, она отражается и на культуре вождения, будем говорить, на культуре поведения на трассе. Ведь тот, кто ведет себя по-хамски, нагло на трассе, он так же ведет себя и в жизни. В свою очередь, культурный, воспитанный человек не позволит себе никогда создавать такие экстремальные ситуации на трассе. Я еще раз говорю, культура, она должна присутствовать у любого человека, садящегося за руль автомобиля. Тем более те категории, которые мы сейчас перечисляли, тем более они должны быть примером. Естественно, они должны всегда понимать, какой груз ответственности лежит на них и насколько они ответственны еще и находясь на трассе и за рулем автомобиля. Ну как можно вот эту ответственность разбудить в нашей стране? Меры воздействия должны существовать, но, наверное, больше, чем сам человек, который должен воспитывать в себе самодисциплину, ответственность, порядочность, отношение к другим людям. Больше, чем сам он, если он захочет. Если нет совести, нет культуры, что же он может делать все, что ему угодно? Ну, если нет совести, нет культуры, то, конечно, надо наказывать и очень строго, и очень жестко. Это однозначно. У нас по закону запрещено откручивать номера. Но, к сожалению, все еще откручивают. Мы сворачиваем на скорчу. Как правило, за законом о запрещении откручивания госномеров следуют уже другие законы, поскольку госавтоинспекция не может повлиять, допустим, припарковал человек в неположенном месте, она на него не может повлиять, потому что откручивать номера ей запретили. Этот человек не подходит к своей машине, увидев там автоинспектора. Вешать штраф, выписать и повесить на машину, у нас тоже пока нет таких законов, разрешающих автоинспектору это делать. То есть и получается, чтобы решить эту проблему, они будут создавать какую-то контору, которая будет с помощью эвакуаторов эвакуировать эти автомобили.
Допустим, если правонарушение, там оценивается штраф в 1000 рублей, за услуги эвакуатора он будет платить примерно 3000. Вот в Сочи, например, 3000, в Москве стоит 5000. То есть, узаконив вот это вот, что нельзя автоинспектору снимать госномер, мы находим другую проблему, то есть которая обойдется человеку в разы больше. Нужно ли допускать вот эту ситуацию? Понятно, что эвакуировать иногда машины надо, там в критических случаях, если она там мешает дорожному движению, создает заторы, пробки. И если они еще будут долго стоять на штрафстоянке, еще надо будет платить за время пребывания на этой штрафстоянке. И, кстати, начальник госавтоинспекции в последней пресс-конференции, неделю назад, по-моему, была у него пресс-конференция, он как раз говорил на эту тему, что этот вопрос надо будет решать с помощью эвакуаторов. Ну хорошо, а если другое, вот мы говорили о технических средствах, которые надо внедрять. Если, предположим, зафиксировать, узаконить, естественно, зафиксировать это на камеру, местоположение машины, вот, момент нарушения, да, зафиксировать его и, соответственно, как сейчас получает нарушивший скоростной режим на трассе, получает же уведомление. Это возможно. Да. Нельзя вот так сделать, потому что, ну, эвакуаторы на Сухумских улицах, я вообще, честно говоря, себе не представляю, при сегодняшней нашей вот этой ситуации, когда у нас автомобилей все больше с каждым днем становится, я считаю, что эти эвакуаторы еще больше проблем создадут в плане как раз и обстановки на улицах. Для того, чтобы эвакуатор выполнил свою работу, он должен загрузить машину, на что уйдет немало времени, правильно? Он должен встать где-то рядом с машиной, он сам займет много места. Но я считаю, что это не решение проблем. Они, конечно, зарабатывают, и там разные схемы работают, но я считаю, что это очень неверный путь для нас в наших условиях. И вообще, когда я вижу вот в городе у нас некоторые места, где знаки запрещают парковать машины, абсолютно по неоправданным, да, каким-то причинам, непонятным. Как некоторое время назад у нас улица центральная, улица Леона, запрещено было ставить машины тогда, когда органы управления многие, значит, находятся в этом районе, где учреждения, банки, значит, где торговые ряды, офисы и так далее. И люди должны были ставить за 3 квартала где-то машину и идти пешком. Люди некоторые пожилые, некоторые инвалиды и так далее. Тем более, я еще раз говорю, наши транспортные развязки в городе, они очень ограничены. Наши улицы не такие широкие, возможности по площадям не такие большие. Ну просто и способ парковки надо там как бы обозначать, там елочкой ставить или параллельно. Таких знаков у нас, кстати, тоже нигде нету еще. И есть масса других мест, где можно и нужно, наоборот, сегодня добавлять парковочные места. Да. Это уже проблема. Время пришло, когда это надо делать. Ну, конечно, мы сталкиваемся с тем, что у нас уже возникают пробки в часы пик. Утром, к 9 часам, когда люди везут детей в школу и сами едут на работу. То же самое в обеденное время, когда едут на обед или забирают детей со школы. Мы уже попадаем в пробки на светофорах, на перекрестках. Ну, я считаю, что вот школы, например, ничего страшного, если 100 метров пройдутся, возьмут за руку ребенка, пройдутся с ним и проведут в школу. Кстати, ребенок это потом помнит всю свою жизнь. Они пытаются все вот у парадного подъезда остановиться, перекрывают напрочь движение. Это тоже, опять же, вопрос культуры, внутренней культуры человека. Я сам наблюдал не раз, и, к сожалению, очень много представительниц, да, нашего, будем говорить, слабого пола, которые как раз и позволяют себе вот эти вот вольности, оставить машину посреди трассы, включить аварийные сигналы и считают, что все, она выполнила все необходимые требования. И пошла по своим делам. Раз мы наблюдаем, когда
два встретившихся, значит, там приятеля разговаривают между собой, спокойно развалившись в своих креслах, посреди дороги поставив друг напротив друга две машины, и все. А я должен их объехать через сплошную полосу, и я вынужден это сделать из-за вот этих людей, которые праздно общаются, заняв две полосы движения. Когда-либо оказывались участником дорожно-транспортного происшествия? Да, к сожалению, оказывался, и буквально недавно. Вот сегодня мы едем на Ниве, но это не моя Нива, это Нива моего приятеля. Моя Нива как раз пострадала во время очередного такого ДТП. Очередного не для меня, а, будем говорить, для обстановки в целом. Вот. Меня ударили. Вас не заметили? В этой, да, ситуации вина была не моя, а того, кто как раз ударил. То есть он совершил наезд, просто вот абсолютно не заметил, что перед ним машина. Да, видимо, он не соблюдал скоростной режим. Невидимо. Отвлекся. Было. Да, вот кстати, у вашего приятеля нет ремней безопасности. Да, нас поэтому будут мы сейчас сегодня критиковать, но он ездит на ней, по-моему, по лесной местности больше, это насколько слышал. Эту рубрику нашей передачи «Авторивьера» мы снимаем на различных автомобилях, и качество нашей съемки очень часто зависит от каждого конкретного автомобиля. В нашем случае салон очень темный, и вообще автомобиль Нива машина шумная. Съемки в автомобиле на ходу — это всегда немного экшен, и я надеюсь, что качество изображения и звука не повлияют на ваше впечатление. Слева озеро. Находимся в одном из красивейших мест в Абхазии, что называется Скурча. Там с этим местом у многих охотников, рыбаков связано очень много хорошего, приятного в своей жизни. У каждого, наверное, так немного подергивается где-то в сердце, когда произносишь это слово. Скурча, она меняется на глазах, потому что здесь деятельность человека, она тоже имеет место, связанное с хозяйственной деятельностью, с добычей инертных материалов. Но вот эта часть, здесь лес, озеро, море, они соседствуют как бы. А вот это вот озеро, оно фактически выросло на глазах, потому что я с детства приезжал сюда с отцом на охоту. Раньше это был песчаный карьер. Впоследствии вот вырос такое большое озеро. Здесь даже одно время сборная России, если я не ошибаюсь, по гребне проводили свои, значит, сборы, тренировки, да, и многие спортсмены. А сегодня здесь в основном спортсмены, охотники и рыбаки. Результат деятельности человека мы видим и перед собой, то, что касается, опять же, того же вопроса культуры внутреннего человека, поскольку, да, здесь приятно провести время, здесь приятно устроить пикник в кругу друзей. Но вот когда мы оставляем после себя вот этот мусор, бутылки и так далее, да, я уверен, что с этими людьми не исключено, что были и дети. Ведь они ведь видят все это, и они как бы понимают, что так можно и в дальнейшем поступать. Поэтому нетрудно брать с собой просто мешки специальные для мусора. Слава богу, сегодня таких возможностей масса, да. И все загрузить и увезти с собой, и выкинуть, где это положено. Ну, это вот наше отношение и к природе, и ко всему, что нас окружает, и друг к другу, да и к себе, прежде всего. Надо себя уважать для того, чтобы действовать совсем по-другому. Надеяться только, что государство должно этим заниматься. Каждый в душе должен любить то, что есть, и везде чувствовать себя дома. Вот дома же ты этого не делаешь. Ребенок усваивает то, что он видит в своих родителях. Вот как ведут себя его родители, значит, он считает, что это правильно. Тем более вот в раннем детстве, когда он еще, можно сказать, как пластилин, он все впитывает, и это остается с ним на всю жизнь. И это связано и всем, и с той проблемой, о которой мы говорили, с проблемой на дорогах, с проблемой в городе. Все это проистекает из этого, в основном. Но, естественно, если нет жестких мер воздействия, жестких мер наказания, то
еще больше усугубляется эта ситуация. Вы, в общем-то, довольно-таки гармонично сосуществуете с природой, любите охоту, подводную охоту. Рыбалку в том числе, да. Ну да, я считаю, что для мужчин это занятия, они одни из самых таких популярных, во-первых, а во-вторых, видимо, это природа человека самого. И хорошо, когда есть занятия, которые вот тебя, где ты отдыхаешь душой, будем говорить, и восстанавливаешь своих сил, а во-вторых, остаешься сам собой. Это тоже иногда очень важно. Мы совсем ничего не сказали о вашем автомобиле. Какие достоинства вы цените, что несмотря на то, что там были у вас разные автомобили, но до сих пор как бы приверженец автомобиля Нивы. Во-первых, это не мой автомобиль, это автомобиль моего приятеля. А мой автомобиль как раз пострадал в результате ДТП, поэтому я сегодня не на своем. Почему именно Нива? Нива мне нравится давно. Во-первых, по роду тех занятий, о которых мы говорили, это самая подходящая машина. Конечно, она не очень такая просторная и комфортная, но, во-первых, она очень компактная. А сегодня, кстати, и те проблемы, что связаны с городом, проблемы припарковаться, Нива как раз самый такой оптимальный вариант. Ее легко припарковать, на ней легко развернуться, она маленькая, удобная. Ну и самое главное, это, конечно, ее мощность, ее проходимость. И это даже отдельный вид спорта, этот джипинг. Я, правда, им не занимаюсь, да, но мой сын, кстати, увлекается этими, пока только глядя, как говорится, YouTube и на телевидении, да. Так что эта машина достаточно такая, во-первых, легендарная, она многим нравится, и она востребована во многих странах Европы, кстати. Во Франции, я знаю, в Греции она очень популярна. Она импортируется в около 100 стран. Ну, видите, так что... И очень много уже модификаций, уже там и гидроусилитель, и кондиционер, и инжекторные они давно, и с двигателем Рено, в общем, такие... Модификаций много, да, модификаций много, но, тем не менее, Нива остается Нивой при всех своих этих модификациях. Касаясь, опять-таки, автомобиля Нива, давайте вспомним и военный период, и послевоенный период, там, когда использовались эти автомобили, УАЗики, Нивы, как бы оборудовались и использовались во время войны, военных операций различных. Ну, естественно, из того, что было, всегда применяли то, что было под рукой, как говорится. А эти машины, и Нивы, и УАЗики, именно в военных условиях, они были, конечно, востребованы. И после войны, я помню, в Министерстве обороны Владимир Георгиевич Аршба, светлая ему память, он и министр обороны тогда Владимир Тачевич Никанба использовали УАЗики, имевшиеся тогда в автопарке, совмещали их с артиллерийскими системами, с минометами. Они тогда, я помню, активно этим занимались, потому что в тех условиях и в тех обстоятельствах это было достаточно эффективно они тогда достаточно использовались.